И что бы я просил, учитывать Ингушетию как приоритет не в плане выделения равных средств среди тех приоритетов, которые сегодня определены, а выделение части средств, которые позволяют сегодня содержать то, что уже сделано, и где-то уже на каком-то этапе, уже разработав 3-летнюю или 4-летнюю программу, уже совершенствовать или дальше досовершенствовать то, что можно сделать. В том числе выйти уже на вершину горы и закольцевать тот первый проект по РМХ. А второе, конечно, просьба и помощь, то, что мы сейчас проговаривали, включать сюда Министерство федеральное, в том числе Министерство спорта России, которых обязать в какой-то степени проводить сборы на тех площадках, которые мы создали. Тем более мы бассейны строили с участием вице-президента Федерации плавания, двукратный олимпийский чемпион Панкатов был, у нас. Он лично приезжал и лично смотрел. И да, они 25-метровые бассейны, но они в Среднегорье по стандарту, в том числе один бассейн открытый с трамплином. То есть там круглогодично можно проводить сборы сборных команд, в том числе как России, так и в любых регионах. Это тоже было бы важно, в том числе и провести какие-то, может, чемпионаты. Эти деньги как раз шли бы на содержание этих, в том числе, объектов и проектов. И вот в комплексе эти вещи я просил бы какое-то участие уже по отношению к курортам развития уже Ингушетии тоже принять. Почему? Потому что мы, говоря, что есть какие-то приоритеты определенные, говоря, что мы не можем размазывать все эти средства по всем регионам, мы бы хотели видеть свою долю, свой процент, и мы бы отчитывались за эту долю, за этот процент и дальше развивали бы направление.